никого нет. Сидим с открытыми крышами. Крышу 12-го дома по улице Гагарина разобрали строители, а сами пропали. Сейчас этих рабочих жители дома никак не дождутся. Капитальный ремонт начали уже больше месяца назад. Сделали они вот это все. И, как говорили, деньги им не платили же. И им кушать не на что было. И вот, и потом, да, они уехали, и вот уже стоит 3 недели вот так. За 3 недели 3 раза был дождь, говорят жители. Во время ливня вода проникла в квартиры. Даже не спас специальный полиэтилен, которым строители закрыли чердак. Первый день, когда раскрыли крышу, ливень был сильный. У меня все пролило. На постели все. Вот сейчас у меня и плитка отваливается, и в спальне все обои отстают. Вот отсюда течет. Квартира Муниры Хамзиной на 2-м этаже течет в ванной и на кухне. Теперь, когда в прогнозах дождь, не спит ночами. Это место течет вещь. Вот отсюда вода каждый день течет, как дождик сразу течет. Такая же ситуация и в соседнем доме по улице Гагарина, 5. По словам жителей, здесь строители пропали ровно 3 недели назад. Объявление о том, что в этих домах начали капитальный ремонт, нигде нет. Название строительной организации жильцам неизвестно. По словам директора управляющей компании Пестричинского района, в этих домах ремонт проводит компания «Абсолют». И, как предполагает Юрий Свиридов, причина задержки может быть связана с дефицитом стройматериалов, который возник из-за их подорожания. На сегодняшний день вот информация такая, что подрядчик закупает железо, и в течение где-то 2 недель, наверное, он обещал крышу закончить. То есть, сложилась эта ситуация и на рынке строительных материалов, тоже, наверное, в курсе, то, что цены на материалы сильно подорожали в 2-2,5 раза. В этом году в Пестрецах в программу капремонта включили рекордное для района количество домов. Это 18 объектов. А на 6 площадках работу начали, но пока не завершили. Данная ситуация напрямую связана с ситуацией на рынке стройматериалов. И, по словам подрядчика, сегодня ожидается первая поставка металла конкретно на данные объекты. Фонд ЖКХ является региональным оператором капитального ремонта в республике. Как нам там пояснили, металл для кровли домов сегодня только начали завозить на объекты. В течение 2 недель планируют завершить. У всех 12 объектов в Пестрецах, как оказалось, один подрядчик. Естественно, с объемом работ он не справляется. К 12 домам еще не приступали. Как нас заверили в исполкоме района, до конца сезона все дома будут сданы. Файруза Мазитова, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Пестричинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.